Представители обращающей стороны, у вас есть вопрос? Да, есть вопрос. Вот вы в своей позиции указали, что институт оставления заявления без рассмотрения по основаниям неявки истца, участвующих в деле на судебное заседание, является гражданско-процессуальной санкцией за неисполнение ими обязанности своевременно информировать суд о причинах своей неявки. Если у стороны не было возможности уважительной причины своевременно известить, то есть должна применяться такая жесткая санкция, что оставляется без рассмотрения, и более того, чтобы он повторно уплатил госпошлину, чтобы подать в суд. То есть вы считаете, что данная санкция справедливая? Ну, во-первых, это, скажем, да, она санкция, но назвать ее, чтобы такая санкция была. Я же говорю, это решение, оно может быть апеллировано к самому суде, вышестоящим судам. Это, скажем, мера, которая дисциплинирует истцов и заставляет более ответственно находиться. Например, с вашего выступления, хотя мы же говорим, что вы были в соседнем кабинете, а где был ваш доверитель ваш, он мог предупредить, что мой представитель находится в соседнем суде. В любом процессе можно обратиться к судье, сказать, можно перерыв минуту, я предупрежу соседний кабинет, потому что у меня процесс начинается. То есть это мера, и я же говорю, да, она не окончательное решение, она не ставит в точку. Да, возможно, это какие-то дополнительные финансовые нагрузку несет, но все-таки это не окончательное решение по делу и не ограничивает доступ на судебную защиту. Она, возможно, усложняет, но не ограничивает на судебную защиту. Есть еще вопросы? Да. Еще раз, вот, согласно вашему выступлению, то есть вы подтверждаете, что убрали слово «вторичное» только потому, что на тот момент не уплачивалась такая большая госпошлина, и чтобы не злоупотребляли истцы, чтобы повторно не заявляли. Нет, я сказал, что, по моему мнению, законодатель пошел на это по причине того, что судебная практика показала, что имело место злоупотребление. Это мое личное мнение. Ну, я считаю, что это связано, поскольку, в принципе, убрать вторичность и вот на вот это все, потому что жизнь, законодательство как формирует и совершенствует. Это примеры из практики, из жизни. Иногда вот с помощью Конституционного суда на примере одного дела можно пересмотреть какие-то нормы, которые могут быть, конечно, иметь место, но очень редко, но все равно Конституционный суд пересматривает и говорит, что да, вот единичный случай, но он является основанием для пересмотра какой-то нормы. Да? Поэтому я считаю, что эта норма сподвигла в 2017 году, когда были внесены изменения, то было это, да, что это было основанием. Чтобы не допускать волокит, чтобы не было злоупотребления. Нет. Да. Коллеги, есть Вопросов нет. Вопросов нет. Есть? Самат Куштабекович, у вас есть вопрос? Вопросов нет. У кого есть? Миргуль Сахубек. Да, вот обращающая сторона, продолжение их вопроса, все-таки вот то, что оставление заявления без рассмотрения является как санкция, и в последующем дополнительная санкция, как невозврат государственной пошлины выплаченной. Вы считаете со стороны, скажем так, правосудия это справедливо в отношении лиц, участвующих в деле? Ну да, потому что когда истец подает иск и уплачивает госпошлину, он же не только статью читает, стоимость госпошлины, право подачи, он должен прочитать в совокупности процессуальный кодекс, то есть его представитель, профессиональный юрист должен сказать, что если мы вот так поступим, то будут такие санкции. То есть вот такая двойная санкция, вы считаете, это нормой закона правильной, да? Вы считаете, это справедливой нормой? Это норма за допущенные нарушения со стороны истца. Я здесь о справедливости не говорю. Здесь, если в законе написано вот так, и эта норма санкция наступила, то, соответственно, это, наверное, справедливо. Да? Хорошо. Ваше, пожалуйста. Алмаз Тавылдыевич, вот у вас прозвучала такая фраза «доступные методы оповещения», да? Вот. Эти доступные методы, да, они где-то
закреплены, да? Вот, например, у вас прозвучало WhatsApp там и так далее, да? Есть перечень, как можно оповестить? Законные, да? Ну, где-то закрепленные. Нет, именно перечисление каких-то социальных сетей. Нет, но есть понятие, что известить суд о причинах вот неявки. какими А какими путями? методами человек воспользуется? Есть люди, которые, например, до сих пор кнопочными телефонами, есть люди, кто городскими до сих пор пользуются, поэтому нет этого А перечня. судья, он что может воспринять, что нет? В вашей практике, например, и вообще в судебной практике. Нет, же ну я не говорят же, думаю, что у судьи должен быть перечень. По WhatsApp я принимаю сообщения, по Viber не принимаю или по городскому. Вопрос другой, чтобы надлежащим образом через секретаря, через помощника довести информацию. А методы, средства какие используются. То есть если придет в канцелярии человек, скажет судье или секретарю, звонил человек по имени такой-то, сообщил, что он в пробке или в больнице, в ДТП, что-то такое, то, мне кажется, этого достаточно должно быть для судьи. Они надлежащий перечень там, соцсетей, связей. То есть вопрос в другом, известить. А посредством чего, это уже вопросы техники. Понятно. Тогда у меня к вам есть вопрос, как бы, давайте с правовой точки зрения, с точки зрения регулятивного воздействия оспариваемой нормы. Вот вы говорите, да, можно было бы сообщить, ну, даже если позвонить, да? Вообще такая возможность в содержании этой нормы предусмотрена? Ну, И как определить, да, стояние в пробке, как сказал заявитель, является уважительной причиной или не является? Потому что по этому поводу тоже есть этот. Вот давайте с регулятивной точки зрения, да, мы сейчас говорим о том, как судья должен, как человек, поступить, наверное, в данном случае разумно, да? Вы с этой точки зрения говорите. Ну, если секретарю сообщили, что человек там оказался в пробке или в ДТП попал, да? То есть, ну, чтобы как-то он воспринял и отложил там заседание на соответствующий срок. Здесь речь идет, давайте о регулятивном, вообще по характеру самой нормы. Она является императивной или просто предоставляет какое-то право судьи в определенных ситуациях реагировать на то, что происходит вокруг рассматриваемого дела. Нет, здесь, видите, в данном случае, например, говорит, суд оставляет без рассмотрения в случае неявки, мы говорим, да, без уважительной причины. Вот слово. Вот. Это важно. Это Но в императивный данном характер случае, носит. если судья, например, скажем там, стандартный, хороший судья, да, ну, имеется в виду, он, например, видя, что 7 раз, у них 7-й процесс идет, видя, что неявку, и он должен был определить, все-таки была, то есть не причину неявки, то есть, например, ну, как опыт мне показывает, или там мой опыт, я бы, наверное, отложил бы на какой-то срок и все-таки выяснил бы причину неявки. И в следующий раз что-то бы сделал. Но это зависит, здесь право выбора. Судью никто не запрещает, чтобы, то есть не обязывает именно, опоздал на 15 минут, то есть судья вправе отложить. Здесь, смотрите, да, я говорю о регулятивном, да, вы сейчас говорите о многих сторонах, которые на самом деле эта норма не включает в себя. Мы сейчас говорим о тех вещах, да, мы сейчас должны говорить о правовой стороне, да, каким образом регулирует эта норма ту или иную ситуацию. Вот о чем идет речь. Теперь следующее. Я вас, в общем-то, понял, вашу позицию с этой точки зрения. Другая ситуация. Вот 7 заседаний. Полгода дело уже разбирается в суде. Полгода дела. Да. И ввиду неявки исковое заявление. Как вы считаете, вообще на какой стадии вот такая мера может быть применена? Вообще на какой стадии судебного разбирательства? Или прям до вынесения решения судья может воспользоваться этим? Когда уже все обстоятельства выяснены, да? От суда требует, например, требует правосудия, да? Все судебные разбирательства уже проведены, уже всех, кого можно и не можно, всех допросили, все уже изучили, да? Ну, истец не пришел. Ну, не, я понял Вот на ваш какой вопрос. стадии, да? Я считаю, что это, конечно, норма должна применяться в самом начале судебного разбирательства, потому что он подал иск, не приходит раз, на второй раз может прекратить. Но, видя, что истец пришел 6 раз и каждый раз требовал правосудия,
требовал рассмотрения, ну и, соответственно, удовлетворения своих исковых требований. И при неявке в 7-й раз, конечно, я считаю, что суд не Хорошо. должен был именно вот воспользоваться одной, скажем, неявкой, прекращать, потому что 6 раз-то он видел, что сторона приходила, ждала, часами требовала, просила. То есть в данном случае в этой части, что да, это норма. Видите, здесь есть момент, что усмотрение судейского, да, то что Ну вот, исходя из того, что это решение было оставлено, включая там до высших Нас- инстанций, в силе было оставлено, Мгм. суды посчитали, что это нормально же, да, что полгода дело рассматривалось, потом оставлено без рассмотрения. то, что апелляция Я оставила, а только ну, касаться отменила, да, вот этот момент. Нет, по касаться, по-моему, тоже не отменила, да? Она же не отменяла. касаться. Да, Отменила, да? ну, Ну, по другим основаниям. Да, по другим основаниям. По другому основанию. Нет, здесь вопрос-то как раз-таки в том, вот, конечно, и если бы я исхожу, и просто вопрос возникает из самого содержания, да, формулировки этой нормы, формулировки 222 статьи и императивное изложение, да, вот этой нормы. То есть он не дает права суду, что суд может, например, в случае неявки, да, Безапелляционно. да. безапелляционно, он носит императивный характер, то есть независимо от того, от вашего желания, от сообщения суду, по идее, вот так, вот с этой точки зрения вы вообще в правовом регулировании, в изложении этой нормы вообще проблемы какие-то видите или не видите, тем не менее? Вот Здесь исходя из вопрос, двух вот этих проблема позиций. имеет место быть, знаете, в каком моменте? Что суд оставляет без рассмотрения при неявке по неуважительной причине. Но момент тогда, как определить уважительное Уважительность, или неуважительное. неуважительное, момент да, принятия решения. Да, сторона не является, но судья, в принципе, в тот момент, он не знает. Может, он под колесами где-то лежит, не дай бог, в этом, под трамваем, или где-то заболел, сердце прихватил, суд не знает. Но чтобы узнать причину, мне кажется, все равно судья должен был один раз хотя бы отложить и дать поручение, соответственно, установить причину. Слово неуважительное, не зная, что с ним, и сказать, что мы принимаем это решение, потому что... То есть все-таки какие-то меры... Адам был Ну да, согласен. Хорошо, спасибо, присаживайтесь.